Здравствуйте, в эфире программа «Интервью», и сегодня в студии Осетия ТВ молодой активист Роман Караев. Ром, добрый день. Здравствуйте. Этот год для России, он знаковый. В этом году отмечаем 70-летие Победы, и в Северной Осетии ты руководишь молодым активом, который будет как раз-таки организовывать мероприятия, посвященные этой дате. Что конкретно сейчас делается и что, может быть, уже сделано было? В этом году в честь 70-летия Победы было решено сделать Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы, который будет организовывать и проводить мероприятия, приуроченные к 70-летию Победы. И в каждом регионе есть региональный штаб. Вот в Осетии мы тоже создали такой штаб, я являюсь его координатором. Уже 2 мероприятия мы провели в рамках Дней единых действий. Это акция, приуроченная к Дню неизвестного солдата, и акция, приуроченная к Дню Героев Отечества. Они прошли еще в прошлом году. Всего запланировано 12 акций в рамках Дней единых действий. То есть эти акции в один день по одному сценарию будут проходить по всей России, во всех регионах, во всех городах. Вот ты говоришь, что уже прошли 2 акции. Можешь поподробнее о них рассказать, что за акции? Первая была 27 ноября, приурочена к Дню неизвестного солдата. Было возложение цветов к могиле неизвестного солдата на стеле Победы. А после возложения цветов мы поехали к ветеранам и подарили им календари Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы, праздничные, на которых в 2015 году отмечены даты вот этих Дней единых действий, которые помимо парада 9 мая, еще праздничные дни, приуроченные к 70-летию Победы. Эти мероприятия все проводятся совместно с региональными КДМами, и у нас Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта активно поддерживает, помогает в организации, и причем на всех уровнях, от обычных сотрудников до замминистра, министра, в том числе Хасан Бароев в обоих акциях участвовал, то есть он был и на возложении цветов к могиле неизвестного солдата, и даже поехал сам лично к ветерану, поздравил его, подарил календарь. А вторая акция была посвященная Дню Героев Отечества. Мы на проспекте Мира ходили и раздавали фронтовые письма, треуголки с описанием подвига героев Великой Отечественной войны и героев Российской Федерации, в честь которых названы улицы в городе Владикавказ. И рассказывали прохожим, знают ли они, какие они вообще знают улицы в честь героев, кого из героев, выходцев из Осетии они знают. И раздавали вот эти письма. Несколько раз прошли по проспекту Мира, по парку и общались с людьми. Как люди реагировали, кто, может быть, знал о том, об этих подвигах, да, кто, наверное, был не в курсе, потому что мы все прекрасно знаем, что Осетия рекордсмен по количеству героев Советского Союза, но мало кто знает конкретно этих людей. Люди отнеслись очень хорошо, особенно взрослые люди. Они прям благодарили нас. У нас были координаты оставлены нашего штаба волонтерского корпуса. И многие люди звонили после этого, благодарили, узнавали, как, что. Очень хорошо реагировали дети, тоже школьники. На удивление, многие школьники знают действительно улицы, то есть не только знают Хитагурова и Плиева, но и другие улицы тоже знают, других героев. Конечно, где-то связано с тем, что человек живет на улице Героя. Это тоже очень приятно, потому что люди интересуются. То есть не просто вот он на какой-то улице живет, а он знает, в честь кого названа эта улица. Вот так. А вот что касается, ты сейчас сказал, что вы будете с этим бороться, с тем, что люди не знают героев, да? Каким образом можно с этим бороться? Не то что бороться, пропагандировать. У нас есть ряд мероприятий, мы вот сейчас с ребятами обсуждаем, думаем, как лучше это сделать. Во-первых, хотим что-то вроде буклетиков сделать с описанием всех героев-выходцев из Осетии и проводить пропагандистскую работу в школе, то есть с детьми общаться, потому что в любом случае все идет от детей. Все-таки люди постарше, они и больше знают, и помнят. А сейчас с молодежью нужно работать, и мы вот хотим такой ряд мероприятий сделать, агитационных, в том числе и повторить вот эту акцию, которая была, но уже не конкретно с людьми, в честь которых названы улицы, а именно письма о героях, выходцах из Осетии. На что-то это повлияет. Главная цель той акции,
письмо о герое, да, наверное, было то, чтобы люди больше узнали. Как думаешь, добились своей задачи? Я думаю, да, мы раздали более 1000 писем. Самое главное — это привлечь внимание, потому что, ну, все-таки День Героев Отечества — это достаточно серьезный праздник, потому что звание Героя Советского Союза, Герой Российской Федерации — это высшее звание в нашей стране, и люди должны знать своих героев, потому что, ну, они все совершили свои подвиги ради нас, и я думаю, у нас получилось привлечь внимание, потому что, ну, по крайней мере, мы потом специально прошли и по проспекту, и по парку, и ни одного письма выкинутого я не видел. То есть люди реально читали, забирали их с собой, и я думаю, мы что-то, да, сделали полезное, да. Ром, теперь, если говорить о 2015 годе, юбилейном том самом, да, к которому готовились уже года 3, наверное, последний, идет очень активная работа, есть специальная госпрограмма, план и так далее. Что будет в этом году? Какие мероприятия готовятся конкретные? Вот помимо традиционной георгиевской ленточки, например. Ну, например, будет Ночь музея совместно проводиться с Министерством культуры, именно посвященная тематике Великой Отечественной войны. То есть тоже волонтерский корпус будет. Это в формате Ночи музея, то есть бесплатно, чтобы... Да, бесплатно. До вечера музей будет республики работать. Ну, это причем тоже в рамках Дней единых действий, в один день по всей России. Всего 12 мероприятий, которые обязательны, плюс запланированы еще наши республиканские мероприятия. Мы, например, планируем, так как я еще занимаюсь молодежным крылом Российского союза спасателей у нас в регионе, и активно занимаюсь и альпинизмом, и горным туризмом, мы планируем тоже приурочить восхождение к Дню Победы, к 70-летию Победы с водружением копий знамени Победы на какую-бы из вершин. Уже ближе посмотрим, насколько нам погода позволит. Есть акции, ребята планируют, например, пионерские организации, они каждый год работают с ветеранами, у них уже есть свои мероприятия, например, та же «Свеча памяти», которая проходит по всей России. У нас в регионе всегда и занималась Жанна Маргиева, и тоже она включилась в работу волонтерского корпуса, и я думаю, конкретно вот это мероприятие тоже она будет лично курировать, потому что у нее огромный опыт. Вот. Мы планируем в январе встретиться со всеми, я думаю, уже будет ясно. Теперь о волонтерах. Очень интересная тема, то, что сейчас начинается сбор молодежи, которая будет участвовать в подготовке всех этих мероприятий. То есть это будет не на обязательной основе, а только те, кто реально этого желает. Вот что с волонтерами? Сейчас идет сбор этих людей или как? Отбор волонтеров мы начинаем после праздников в январе. Мы возьмем все вузы республики. У нас действительно будет, мы не всех подряд будем набирать, то есть у нас будет отбор. Уже подготовлена специальная заявка от волонтера, то есть каждый, кто хочет, должен заполнить заявку, и мы проведем предварительный отбор. Нам нужно отобрать около, наверное, 300-400 человек, которые будут проходить обучение по специальной программе. Программу разрабатывают люди, которые делали программу для волонтеров Сочинской Олимпиады и Паралимпиады. Вот. И из тех, кто пройдет обучение, мы тоже сделаем отбор. Пока планируется, чтобы на Северную Осетию было около 300 волонтеров. А дальше будет видно. То есть мы вот примерно на эту цифру ориентируемся. Это будут реально молодые люди, которые прошли обучение, которые понимают, для чего они вообще пришли, что нужно делать, что такое волонтерская деятельность, что такое общественная деятельность. Вот. И самое главное, что когда пройдет этот год, то эти волонтеры никуда не денутся, и Северо-Осетинский штаб будет продолжать работу уже, возможно, не по тематике Великой Отечественной войны, а по каким-то другим крупномасштабным мероприятиям, проводимых в России, либо проводимых у нас в республике. А вот что касается волонтеров, ты говоришь, что есть определенная заявка, то есть все эти люди из общего количества заявок будут набираться по каким критериям? Вот какие основные? Ну, как правило, конечно, адекватность и желание. Это, конечно, сложно проверить, но будет понятно. И плюс мы посмотрим уже конкретно, когда будем отбирать. Я думаю, все-таки личные встречи будут со всеми, возможно, групповые. И мы разделим просто всех волонтеров, скажем, на десятки, на двадцатки, и уже намного легче будет работать. То есть для нас главный критерий — это
реальное желание и понимание того, что человек делает. А по возрасту нет никаких ограничений, да? Да, по возрасту нет никаких ограничений. Мы, конечно, делаем ставку именно на молодежь, но и также мы готовы принять, в принципе, и школьников, и взрослых людей. У нас также в приоритете и так называемые волонтеры серебряного возраста, то есть это старшее поколение, потому что у них есть огромный опыт, в принципе, и работы с молодежью, и жизненный опыт. И я думаю, если мы сможем привлечь хотя бы небольшую часть волонтеров серебряного возраста, на всех это скажется очень хорошо. Они таким примером, скажем так, будут для всех. А вот ты говорила о подготовке волонтеров. В чем она заключается? Что должен уметь волонтер? Волонтер должен уметь, во-первых, делать что-то, то есть организовывать мероприятия, проводить мероприятия. Это на самом деле не так просто, как кажется. И вот неспроста разрабатывается специальная программа. То есть нам будет выслана программа, по которой мы будем здесь работать с волонтерами. Также лучших волонтеров, которых мы отберем, мы будем отправлять в Москву и в Севастополь на обучение. Несколько раз в течение года оно будет проходить. И самые лучшие волонтеры, которые наиболее активно себя проявят при организации и проведении мероприятий в республике, они поедут на Московский парад 9 мая и на морской парад в Севастополь. То есть уже точно известно, что там 1-2 человека, в зависимости от выделенной на сетью квоты, от нас поедут обязательно. Ну, то есть есть у ребят стимул, да, быть лучше и показать себя как можно лучше, да? Конечно, есть стимул. Дело в том, что одними из организаторов волонтерского корпуса 70-летия Победы является Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриот-центр. И эти две структуры участвовали в организации Сочинской олимпиады. И, в принципе, многие волонтеры после олимпиады, скажем так, кто хорошо себя проявил, сейчас уже кто-то где-то работает в каких-то государственных структурах, кого-то взяли в какие-то фирмы. В принципе, мы готовы писать какие-то рекомендательные письма волонтерам. И вот когда был у нас сбор координаторов в Москве, нам тоже говорили, что обязательно говорите этим ребятам, потому что это очень хороший стимул. Вот. Ну и к тому же курирует работу Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы руководитель аппарата президента Сергей Иванов. Ну, то есть все на максимально высшем уровне, и надо понимать, что волонтерство – это не времяпрепровождение, да, а на самом деле серьезная деятельность, и в том числе она полезна и для дальнейшего карьерного роста, так? Конечно, да. Я сам занимаюсь этим уже, наверное, более 5 лет, и могу сказать, что очень хорошие навыки приобрел, которые, в принципе, бесценны, и нигде их больше не получишь. На самом деле, любая волонтерская деятельность – это огромный труд. Труд, который ты знаешь, что ты за него не получишь никакую финансовую выгоду. Вот. Но, в принципе, волонтеры не за это работают. Все волонтеры знают, что то, что они делают, это идет на благо всего общества. И, как сказал Сергей Поспелов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи, любой волонтер, он патриот. Хорошо. Ром, у меня, знаешь, какой вопрос? Он, наверное, такой важный для каждого человека, и, наверное, он очень часто задаваемый. Есть такое мнение, что ветеранов вспоминают только 9 мая, и оно, к сожалению, вот это факт. Как ты думаешь, почему и вот что делать? Как с этим бороться? К сожалению, да, я с этим тоже соглашусь. В принципе, вот создание волонтерского корпуса – это один из способов борьбы с этим, потому что у нас, например, в программу уже заложено, что мы должны обязательно всех ветеранов обойти и закрепить за каждым ветераном волонтеров, то есть которые будут в течение года регулярно навещать ветеранов, смотреть, если им что-то нужно, просто общаться с ними, очень интересно. Вот. Я надеюсь, мы сможем молодежь тоже посредством общения с ветераном привлечь к последующему общению с нашими ветеранами, чтобы их не забывали. На самом деле все ветераны, они очень сильные духом люди, они многое пережили, и не так просто прийти, чтобы сказали, вот мне нужно это. Они никогда ничего не просят. И отдельная программа у нас будет работа с волонтерами, чтобы
это не выглядело как подачка, да, или там, а вам что-нибудь нужно, а реально, чтобы волонтеры видели, как, ну, сами, если они видят, что нужно, чтобы они это делали. Потому что, ну, зачастую ветераны никогда не просят ничего. А в принципе, основное, это чтобы они общались с ними, я думаю. То есть не какие-то там подарки или что-то, а просто общение, потому что я вижу, что вот, ну, им интересно самим, ветеранам очень приятно, когда молодежь что-то спрашивает у них, чем-то интересуется, потому что они видят, что то, что они сделали, даже вот по прошествии 70 лет, реально еще кому-то интересно. Ну вот смотри, мне кажется, вот особенно в нынешних обстоятельствах, учитывая то, что по всему миру сейчас происходит, и в частности на Украине, да, сейчас ветеранам как никогда нужно понимать, что их подвиг ценят, помнят. Я думаю, для Осетии всегда это будет очень важно. Мне, например, хочется, чтобы 9 мая, например, праздновалось максимально масштабно. То есть я считаю, что для России 9 мая это самый главный праздник. И никакой другой, там, ни Новый год, ни День города, и ни один другой праздник не может сравниться даже со значимостью 9 мая. Вот. Поэтому постараемся тоже привить это молодежи. Ну, в принципе, особенно в свете последних событий, вот эти санкции, там, переписывание истории нашими соседями, как-то возрос патриотизм на самом деле, вот просто общаясь, там и в соцсетях я вижу, молодежь начала интересоваться более активно. Я думаю, сейчас главное не упустить этот момент, возродить интерес и показать, что патриотизм — это здорово, это круто, гордиться своими дедами, прадедами — это на самом деле хорошо. Ты сейчас сказал, что хотел бы, чтобы 9 мая отмечали максимально масштабно. Вот в этом году парад, он каким будет, как ты думаешь? Я думаю, он должен быть особенным. Да, он должен быть особенным. К сожалению, еще я не знаю точно, что у нас конкретно будет. Вот. Но я надеюсь, учитывая, что мы будем тоже участвовать на самом параде, то есть эти 300 человек нужны для того, чтобы обеспечить парад. То есть был расчет на каждый регион, примерно какое количество людей нужно. И на Осетию сказали, что где-то 200-300 человек нужно, чтобы они участвовали на параде 9 мая. И вот эти все мероприятия, вся подготовка будет только для того, чтобы волонтеры смогли сработать на вот 9 мая. И я надеюсь, мы приложим максимум усилий, чтобы благодаря нашей работе тоже этот парад был особенным, запоминающимся, и, возможно, сделаем какую-то системную работу, то есть покажем себя настолько хорошо, что на следующий год, когда уже будет 71 год, нас тоже позовут, и также мы отлично себя покажем. Ну, надеюсь, так и будет. Рома, у меня такой вопрос, немножко отходя от темы Дня Победы. Мы знаем, что, помимо всего прочего, да, ты занимаешься еще, ты еще руководишь корпусом спасателей молодых. В чем заключается его деятельность этого корпуса и как он работает? Всероссийский студенческий корпус спасателей — это молодежное крыло Российского союза спасателей. Наша основная работа — это создание студенческих спасательных отрядов на базе вузов и работа со студентами. То есть и обучение их по программе спасателей, подготовка их для того, чтобы они в будущем стали спасателями, в принципе, и уже студентами работали, спасателями общественными. И также и просто пропагандистская работа как с молодежью, так и с детьми. Основная наша деятельность, то есть помимо обучения, это создание вот этих спасательных отрядов, которые, если необходимо, будут помогать силам МЧС. То есть это уже аттестованные спасатели, просто они еще студенты, да, и на общественных началах работают. Конечно, они там в зону ЧС не будут посылаться наравне со спасателями МЧС, но если вдруг где-то, мы знаем, у нас, к сожалению, были крупномасштабные ЧС в республике, и если понадобится вдруг поисково-спасательному отряду или главному управлению МЧС сила добровольцев, то есть не просто людей, взятых с улицы, скажем так, а обученных, уже аттестованных спасателей, то мы всегда готовы помочь. И в свою очередь и главное управление, и поисково-спасательный отряд, они нам помогают в обучении, то есть своих спасателей дают, которые с нами работают. В этом году, в прошлом уже году, летом мы проходили горную подготовку в ЦЕИ, наши студенты, совместно с поисково-спасательным отрядом Южной Осетии. И наши ребята все получили значок «Альпинист России».
и, в принципе, получили азы спасения людей в горных условиях. Мгм. Помимо всего прочего, мы знаем, что ты еще и активный борец за экологию и участвуешь в таких масштабных субботниках в разных местах по республике. Да, вот как организована эта работа, что это за работа? То есть собираешь активистов и идете убираете или как? Ну, это началось еще очень давно, когда я возглавлял республиканский турклуб. Там одно из направлений тоже экология у нас была. В принципе, любой турист, он эколог, потому что, ну, по крайней мере, порядочные туристы и альпинисты, которые ходят в горы, они никогда не оставляют после себя мусор. У нас есть сейчас отдельная организация, это фонд развития, некоммерческий фонд развития туризма и экологии ЭКОС. Мы в рамках его работы проводим уже второй год акцию всероссийскую «Сделаем» в республике. Она также проходит в один день по всей России. Вот в этом году мы убирали Комсомольский парк, который, к сожалению, никак не убирается. Да, и было, конечно, очень неприятно, что там прошла неделя, и он был уже... Ну, неделя это еще так. Да, ну, мы его вычистили очень хорошо, собрали целый самосвал мусора. Вот. Также в прошлом году мы проводили экологическую акцию на Кармадонских горячих источниках, на верхних ваннах. Там очень-очень много мусора, потому что, ну, несанкционированная свалка, и почему-то люди, которые туда идут и тащат на себе огромный груз, ну, наверное, у них резко наступает какая-то немощность, и они назад не могут свой мусор унести. Вот. Мы там провели небольшой субботник, но оказалось, что масштабы настолько огромные, что это, можно сказать, капля в море. И сейчас вот с рядом местных альпинистов мы думаем, как с этим мусором бороться, потому что все осложняется тем, что туда, ну, от 4 до 6 часов пешком надо идти в гору, как бы и ни машина ни одна не заедет. Вот. Ну, я думаю, весной мы что-нибудь решим. Ром, это вот вся твоя деятельность, она фактически волонтерская, то есть она она как бы не предполагает зарплаты и так далее, да? Вот это странно на самом деле, то есть туризм, экология, волонтеры и вот и добровольцы-спасатели, как-то не вяжется все это Да, вместе. к сожалению, не приносит это никакой прибыли. Многие мне друзья даже говорят: вот ты дурак, чем ты занимаешься, там иди работай, все свое время тратишь на какое-то непонятное благо кого-то там. Ну, не знаю, я считаю, что это нужная работа. И, ну, к сожалению, у нас молодежь в республике достаточно малоактивна, скажем так. И надеюсь, сейчас вот благодаря волонтерскому корпусу, такой мощной государственной поддержки, мы сможем воспитать новое поколение, которое будет более активно. Если сегодня, после этой беседы, кто-то проникся и кто-то хочет стать волонтером, куда ему обращаться, где заполнять заявку, не знаю, куда звонить? Ну, в принципе, ВКонтакте меня очень легко найти, там есть, ну, в любой социальной сети, в принципе, меня можно найти без проблем. Там есть все мои данные, вплоть до телефона. А сейчас группу мы создали уже тоже ВКонтакте волонтерского корпуса 70-летия Победы. Она, к сожалению, только создана, и, ну, там мало еще материала. Но я думаю, ближе к середине января уже все будет. Вот. Ну, лучше всего пока через меня, да. Можно мне в любой момент дня и ночи набрать, написать что угодно. И, в принципе, я только призываю людей, потому что нам нужны все от мала до велика. Кто что-то хочет делать, то, я думаю, у нас все получится. Ну, я думаю, после такой патриотичной беседы и такого призыва, да, многие захотят поработать на благо общества. Благо сейчас, не знаю, может, у кого каникулы, у кого что. Так что, надеюсь, очень многие откликнутся, и та самая квота, она будет набрана, перенабрана и так далее. Я тоже надеюсь. Вам большой удачи в вашей работе. Я надеюсь, парад и во Владикавказе, в Севастополе, в Москве пройдет удачно, в том числе и благодаря нашим волонтерам и вашей работе. Ну, думаю, все получится. Спасибо. Спасибо вам еще раз. А нашим зрителям я напоминаю, что сегодня в студии Осетия ТВ был молодой активист Роман Караев. С вами мы увидимся ровно через неделю, в следующий понедельник. Меня зовут Яна Гайгиева. Всего доброго и до встречи.